Без воды мы уже давно, мы рады даже, что вы приехали, что вы будете показывать. Может, как-нибудь решится этот вопрос. Проблемным вопрос центрального водоснабжения в Альшеево стал в начале мая, с тех пор, как засорились 2 из 3 скважин. Оставшись способны обеспечить лишь малую часть села, и то с перебоями. Сейчас нет уже, все. По утрам, говорите, бывает, да? Да, 2-3 часа станешь. Течет немножко есть, а напора нету. Вот и так и живем, в такую жару. А вы огород поливаете или не хватает? Какой огород, кунда? А Все высохло, дунда, ничего не растет вон. В этом селе живут около 700 человек, спасают колодцы с питьевой водой. У некоторых есть свои колодцы в огородах. К Владимиру Садовнику уходят и соседи. Но, как говорит мужчина, этого источника даже для одной семьи недостаточно. 200 литров выйдет и все, перестает. Потом опять немножко ждать надо. Некоторые за водой ездят в соседнюю Ульяновскую область. Едет на заправку, он не доезжает цельно, он уже Ульяновская область. Оттуда привозит. Потом, кто к нам приезжает, они тоже канистрами привозят воду. Вот так перебиваемся. Хорошо у меня еще машина, а у кого нет ее? У кого сил нет принести? Я не знаю, как говорить про них. Даже слов нету. Как собираются решать проблемы с водой, мы хотели узнать в сельском исполкоме, но дверь оказалась на замке. Как сказали жители, глава поселка в отпуске. Дома мы его тоже не застали, и на телефонный звонок он не ответил. Продолжается попытка дозвониться до абонента. Ситуацию с водой прояснили в исполкоме Буинского района. Как говорят, засор не удается устранить из-за плотной песчаной глиняной почвы. Забиваются скважины. При большом потреблении вода с собой вытягивает песок. Но вода же бесплатная в деревне. Все ее льют на огороды. 2 организации уже приезжали, попробовали прочистить, не получилось. Вот сейчас нашли 3-ю организацию. Нашли финансирование, специальное снаряжение надо иметь. Дешевле пробурить новую скважину, чем прочистить старую. Как говорят, за пользование водопроводом жители села деньги не платят, хотя эти средства могли бы использоваться на поддержание скважины в рабочем состоянии. И почему она построена там, где велика вероятность засора? Сейчас работа выполнена полностью за счет бюджета района. Выделили более 200 тысяч рублей. Вернуть воду обещают в ближайшую неделю. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Буинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.